Друзья, делаю эту вставку для следующих 3 видео о том, как я возвращался в Якутию. Потому что предыдущее видео я не смог в итоге смонтировать в дороге, к сожалению. Все пошло не так, как я хотел, как я планировал немножко. Не успевал просто с монтажом, и в итоге вот закончил где-то на Йошкар-Оле. И дальше уже я понимаю, что сейчас меня ждет экспедиция в Арктику. Дай бог все сложится, и я уже не успею все смонтировать. По итогу я буду промежуточные те вот последовательные видео выкладывать и монтировать уже, наверное, осенью. Вот хотел об этом сказать, но не могу уехать в следующую экспедицию, хотя бы немножко поделившись возвращением на мою вторую родину, в Якутию, то есть этими чувствами, своими эмоциями. Поэтому вот и хочу сказать еще, что автопробег закончен, в принципе, хорошо, но мог бы закончиться гораздо лучше и пройти гораздо лучше. Вот насколько человек все-таки творчески подвержен эмоциональным каким-то потрясениям. Вот у меня случилось событие, это было на Алтае, такого личного характера. Все хорошо, все живы-здоровы, родные, но вот оно меня очень подкосило эмоционально. И в результате я не смог монтажом заниматься, потому что это все-таки творчество, да, это реализация творческого своего какого-то потенциала. Не смог нормально снимать, вернее, я снимал как мог, но вот чувствую, что мог бы лучше. К сожалению, это все так, но руки не опускаем. Я в любом случае, это только начало. Планета Дружбы Народов проект продолжается, и он будет жить дальше. Я что-нибудь придумаю, буду думать, я теперь всего себя буду ему посвящать. Поэтому, друзья, присоединяйтесь, спасибо за вашу поддержку. Я вот почему вот это сейчас говорю, потому что чувствую ответственность. Благодаря в том числе и вашей помощи я добрался, я его реализовал, вот эту первую часть, автопробег Дружбы Народов. И хочу сказать, что я потратил все ресурсы, что у меня были, чтобы его реализовать. Я приехал в Якутию, у меня 4000 в кармане и все. Но меня это не пугает. Разберемся, что-нибудь придумаем, все будет хорошо. Я уверен, главная цель, главная мечта — вперед к ее реализации. А пока, дорога в Якутию. Пытаюсь бежать от дождя. Надеюсь, у меня получится. Там были места хорошие для парковки, но ливень шел сильный. Ну и я хочу побольше проехать. Осталось 100 километров до Алдана, хотя бы еще километров 50 прокатиться и встать. Ну, мой план удался. От дождя избежал. Пока тут сухо. Надо сейчас быстренько разложиться, все сделать. Ну, недалеко от дороги. Нормально птички поют, лес. Комаров вроде пока не видно. Вот так и заночую. С комарами я погорячился. Я только выключил камеру, сразу напали. Надо сейчас, наверное, что-то... Ого! Да-да-да, их тут вообще много. Якутия! Ай-яй-яй. Я, кстати, купил в деревне на подъезде в Чите. Еще к Чите, это сколько, дней 5 назад. Молока, вот 5-литровку. И она стряслась, пока ехала. У меня вот натуральный творог получился. И сыворотка была, в общем, я это все выпил. Сейчас творог даем на ужин. Успел до дождя. Как раз собрался, в машину сел, и дождь пошел. Четко. Все так, конечно, лучше лежа. Сегодня отосплюсь. Будильник заводить не буду. Посплю, сколько посплю, и завтра топно. Вечером уже буду в Якутске. Или хотя бы в Нижнем Бестяхе. Все, собрался. Вот эти жуки меня так надоели. Их тут столько, вчера комары перед сном замучили, а сейчас слепни тут летают. Нормально не, терпимо. В общем, погода сегодня отличная, дождь ушел. Завтрак у меня простецкий, банка тушенки. Это еще из Чайковского. Спасибо, меня там угостили. Тетя Галя с дядей Юрой. Ну и макарошки. А это меня Женя из Улан-Удэ угостила. Всем спасибо. Ну, вперед. Время 10. Я заспался, конечно, хорошо. Раньше не стал вставать. Ехать до Бестяха где-то 71, это сейчас до Алдана сначала. Там выставлю уже на Якутск. Река Большой Немныр. Тоже передаю привет своим друзьям, водникам. Арго. Они по этой реке тоже сплавлялись, я слышал. Меня не взяли, сказали, река для серьезной подготовки, которой у меня на катамаране нет, в принципе.
Эх, вот если бы я знал, я до сюда вот за минут за 5-10 доехал до реки. Там, оказывается, вот можно машины подъехать на берег. И вот дорога. Я же видел, что она отсюда. Можно было тут заночевать, если бы знал. А так встал в каком-то непонятном, там, ну, грязно там было в лесу. А сейчас вот я сидел, прям уйти не мог. Сидел так с шумом реки, наслаждался. Ну ладно, что. Все-таки делают дорогу, круто. Это вот где я сейчас проехал, бездорожье, это подготовительный участок. А вот сейчас асфальт, смотрите, какой положили. Всю дорогу мы едем, и везде участки вот с ремонтом дорог, таким капитальным прям. Где-то расширяют, там какие-то там мосты делают. Вот на протяжении всей, да, вот, в принципе, вот если так подытожить, дорога была очень вполне комфортная. То есть участков бездорожья, если по федеральной трассе, вообще практически не было. Ну, чуть-чуть где-то, ну, были, я съезжал. Вот только здесь, конечно, в Якутии, да, вот начались такие вот, именно вот по федеральной трассе участки, где там несколько километров были плохой дороги. Но вот, как мы видим, все это делают. Неужели, вот мне очень хочется верить, что у нас сейчас займутся дорогами, что эта проблема наша будет решаться, и, может быть, какая-то системная работа начнется, чтобы вот, чтобы качественно делали дороги, чтобы не воровали все это. Это же система нужна такая, чтобы, а то людей-то таких хватает всегда, которые готовы урвать себе кусочек халявы. А если будет система настроена таким образом, что это будет невозможно сделать, вот это значит будет хорошо. Вот он, город Алдан. В принципе, не маленький с виду, с трассы. Сейчас надо прокатиться, завернуть. День добрый, меня зовут Мурат. Вот приехал человек, как вас зовут? Игорь Эркин, можно, Игорь да? Эркин, да, вот он человек, пробегает Дружба народов, у него такой проект. Мы как бы встретили его, он у нас поинтересовался, где здесь заправиться. От себя хочу сказать, что будьте всегда дружелюбны, никогда не надо за нацию человека оскорблять. Нет плохой нации, есть плохие люди. Всегда будьте дружелюбны друг к другу. Вот. Спасибо. Ты из Дагестана, да? Да, я из Дагестана. Здравствуйте, меня зовут Березов Чермен. Я с Северной Осетии, город Моздок. Многие знают о нем. Хотелось бы сказать насчет национализма и дружбы народов. Вот я осетин православный. Вот он с Дагестана, аварец, он мусульманин. Мы дружим. Вот мы сколько? 5 месяцев, нога в ногу. Ну, все время вместе. Нет такого, что там мы там на межнациональной почве начинаем. Да, нет такого. У нас интернационал, мы ребята дружелюбные, готовы дружить, помогать. Мы воспитанные. Хотелось бы пожелать удачи вам, вашему каналу, рады знакомству. То, что встретились в Питере, Дагестане, с Дагестаном, человек с Осетии, встретились в Якутии, да. Мы здесь работаем, получается, строим. Вахтовики, скоро домой поедем. Вот осталось чуть-чуть, и мы увидим дом родных. Хотелось бы пожелать вам удачи, всего хорошего, да. Спасибо, мужики. Процветания каналу, где мы подписались, буду следить. Надеюсь, выйдем выпуск, да? Да, надеемся. Очень приятно, вот только подошел, познакомился, уже такие, как бы я уже дружеские, можно сказать, чувства. Спасибо за ваши слова. Добро. Очень приятно. Счастливой дороги. Вам тоже счастливой дороги до дома добраться. Я, кстати, очень хочу в ваши края добраться. Вот. Обязательно в приезжайте, будущем. знаете, в Дагестане очень Да. много всего есть, где мы можем вам показать, там достопримечательностей у нас очень много есть. Есть такой город Дербент у нас, очень самый старый город России. В Дагестан приезжайте, мы вас в любое время встретим. Мы так, как подписались на ваш канал, будем на связи с вами, Игорь. Если что, Да. можем номерами обняться. Мы Да, пока давайте, здесь, там давайте. будем, давайте. Да. И еще смотрите, такой момент хотелось бы сказать, потому что ходят стереотипы, да, о Северном Кавказе. Ну, не будем скрывать там люди. Ну, и вот я даже здесь встречаемся с людьми, ну, с России, с разных городов. И они часто спрашивают, бывают даже такие вопросы, типа, а какая у вас валюта? Я говорю, ну вы чего? Говорю, ребят, говорю, мы Россия, россияне, мы все. У нас не было такого? Да, конечно, вот Игорь занимается этим, чтобы люди, да, понимали, таких вопросов таких не было, неприятных друг другу, да, вот. Если вы приедете к нам, вы не захотите уезжать обратно. Не насильно, а потому что добровольно. Потому что вы увидите то, что природа, горы, море, фрукты, люди дружелюбные, все, что хочешь, есть. Приезжайте, отдыхайте. Зачем нам ехать за границу или еще куда-то? Вот. Конечно. Да. У нас Вот, страна вот, просто да. великолепная. Я Широкая страна, проехал самая столько. большая страна в мире, и Да. как бы у нас есть все, где можно отдохнуть,
встретиться с разными народами, разными культурами. Так что в любое время приезжайте к нам, мы добры. Да. Спасибо, мужик. Ладно, Спасибо. Вас такси ждет, да, я Да, смотрю, да? да. Сейчас, одну секундочку, минуточку. Тоже ребята вызвали такси. Как вас зовут? Татьяна, Татьяна, очень приятно. Татьяна, вот, оказывается, видела мои видео. конечно, по телевизору. Здорово. Очень приятно, Здорово. что до наших краев добрались. Да, доехал. Вы с Алдана? Да, с Якутии. Так что добро пожаловать по нашим родным просторам. Спасибо большое. 20 апреля выехал, и вот потихоньку по дороге снимаю вот хороших людей, кто мне попадается на пути. Очень здорово вообще. Взаимно, Причем- очень рады. В наше время мало такого, честно говоря. Вот я Такой хочу, чтобы было решительный. больше. Людей хороших очень много, на самом деле. Я их вижу, попадаю. Вот представьте, я вот просто вы идете, я вот сюда повернул случайно, хотя должен был дальше проехать. И вот какая встреча, да? Вот из таких маленьких событий складывается вот что-то больше, на самом деле. Очень здорово. Конечно, знакомство. И как бы мы надеемся, что в дальнейшем тоже вы как бы к нам приедете. Да, я очень надеюсь, что я на доеду. это. И мы вас обязательно встретим, и все будет у нас очень прекрасно, надеюсь. Спасибо. Ну ладно, не буду вас больше задерживать, Да, а то ладно, все, всего заказы, все. счастливого пути. Давайте. Так очень приятно с ребятами познакомился, мужики. Спасибо, очень рад. Вот я говорю, просто ехал. Мне надо дальше на заправку, и вот решил сюда повернуть, кому-нибудь спросить, и они навстречу идут. Вот и так прям здорово заобщались, мужики. Реально, Татьяна просто, и подъехала Татьяна, тоже, говорит, видела видео мои. Очень круто. Вот так у меня все путешествие складывается, из хороших людей очень много. Просто надо их показывать, надо их больше встречать на пути. Вообще, я сейчас прям и так ехал с настроением шикарным просто, что я возвращаюсь домой на свою вторую родину. Ну, или, можно сказать, третью. Родился я в Воронеже, жил в Питере, вырос там в Ленинградской области. И потом вот Якутия меня заново родила. То есть, ну, сделала другим человеком. Я сильно изменился в Якутии, поэтому я считаю, что это тоже моя родина. Нового человека, Эркина. И вот, а сейчас, после встречи вот с ребятами, с Татьяной, меня прям переполняют эмоции, вы это видите. Ладно, поехали заправляться. Ну все, полный бак заправлен. Даже там с горочкой залил. Сейчас прокатимся по городу Алдан. Навигатор меня ведет, наверное, в центр. Я просто еду по навигатору. Как я это обычно делаю в незнакомом городе. Домики прикольные, многоэтажные. И здесь есть подвалы. Они не на сваях еще тут. Я смотрю. Не как в Якутске. Памятник геологам. То есть Алдан — это же территория геологических исследований. Тут золото, разную руду добывают. Здесь же все это было найдено, обнаружено. Вот геологам-первопроходцам Алдана в честь 50-летия Тимптоно-Учурской геолого-разведочной экспедиции 92 года. Что за жизнь такая штука? Ребята уехали на такси куда-то в неизвестном направлении. Я заправился, вернулся в город. Заехал просто куда глаза глядят. Ну уже, о, привет еще раз. Свое имя и немножко. Да, я так обалдел, ничего себе, Игорь, кто это меня тут может крикнуть? Что-то достопримечательность Алдана, да? Да, я так навигатор обычно включаю в центр города, он ведет куда-то к администрации, и вот что вижу, раз останавливаюсь, вот камень. А вот ты увидел. видел вот тут, где танки, манки есть, где танк Нет, стоит? нет. Блин, где-то здесь. Это площадь Вон Победы, она, наверное, какая-нибудь, да? Вон она. Вот церковь, А, да, церковь? там, Да. да, там Там только красиво, красота, да. туда Память. подъезжай. О, давайте, да, Там, подъеду. короче, танк стоит, там пушка стоит, там вообще классно тоже. Все, постояли, поболтали, ну давайте, ладно. Давай, счастливо, всех благ. Были рады познакомиться. Спасибо. Приезжай, звони. Северный Кавказ ждет тебя. Все, контакты есть на связи, Да, давайте. Счастливой дороги. Дворец культуры. Какие тут сопки. Прям вокруг города. Вот это мемориал труженикам тыла. Музей военной техники. Что мне понравилось, здесь вот изображены бюсты героев Советского Союза. Как все-таки здорово. Я представляю, Татьяна. Вот Татьяна подъехала, говорит, ну что, ты еще не уехал? А я с ребятами также встретился в центре. Гулял, они мне Игорь кричат и вот по улице. Вот так вот здорово. Да? Ну сейчас у меня напарник, он в Улан-Удэ улетел уже. Он не смог уже столько кататься, у него там сын в армию уходит.
И я вот здесь вот у вас очень красиво тоже, мне нравятся вот памятники великоотечественные. Вот, поверни, вот еще там у нас есть наши Там, где у роса, да, мне говорили что-то. садоки. Татьяна, спасибо, ей вот дорогу мне решила показать. Как-то она называлась, Севике, что-то такое. Ну, территория, где проходят праздники все якутские. Спасибо Так, большое. ты выезжаешь налево и налево. Ага. У меня навигатор, наверное, выведет. Сходишь, поедешь уже. Я прям сейчас надо, да, стартовать уже, да. Все, прям выезжаешь вот на эту Ага. дорогу и поехал. Супер. Спасибо, очень рад, что я вас встретила сегодня. Обратно будешь ехать? Здесь вот, ну да, это очень знакомо мне все. Вон там дерево. Забыл название дерева. Это Сыргета название я помню. Как же забыть, если я одну из них чуть-чуть даже сделал. С Александром Кирилловичем. Здорово так на холме возвышается над городом все. Представляете, когда праздник, куча людей, веселье. Священное дерево мира и процветания Аллукмас. Чуть я не забыл набрать земли, почти уехал. Вчера в Нерюнгри под дождем собирал, не снял. А здесь, в принципе, в священном месте, в Алдане, это, наверное, последний пункт у меня по карте, ну еще Нижний Бестях. Хоть это уже якутская земля, но тем не менее, Южная Якутия, ее тоже нужно взять. Возле священного дерева. Надеюсь, духи не против, я возьму кусочек земли. Честь, дружба народов. Кто не знает, кто не слышал, во всех регионах я собираю землю, у меня уже целый контейнер большой, с разных городов, с разных регионов, уголков. Я вот ее объединяю в одно. Так вот это символично. Тут сегодня целых 2 свадьбы. Вот одна, вторая идет. Прям день сегодня праздничный. Вот уже собрано 20 контейнеров, начиная с Санкт-Петербурга. И разные регионы, вот заканчивая Алданом. Бережно храню флаг от Дугуйдана. Дугуйдан, спасибо тебе за него. Флаг Якутии. Все тоже здесь, в этой сакральной моей коробке. Скажи, дружок, куда пропали звезды? Быть может, это ветер их унес. Жалко так вот под музыку не поснимать, потому что еду, на самом деле, удовольствие, музыка, там хорошая песня играет. Но авторские права, YouTube сразу их снимает, даже если они на фоне играют. В общем, все, поехал, слушаю хорошую музыку, кайфую. Все отлично. Эти белые края вновь Под эту песню я летел сюда впервые в Якутск. увидеть, как И сейчас я еду под нее. якутяночка моя. В эти белые края вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует. Вот и началось. Я так хорошо ехал, так кайфовал. И снова, ну тут дорогу делают. Видно, что ее расширили, чтобы потом положить широкий асфальт. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще одна красивая якутская речка Якакит. Быстро течет. Здравствуйте, уважаемые подписчики, дорогие друзья. Вот ехали по трассе Лена в сторону Амги, встретили питерский якут Эркин, да. Эркин. Решили остановиться, поговорить. Хороший парень, свой канал у него. Отдельное спасибо тебе. Мы тебя смотрим. Спасибо Вот. вам, спасибо, что подъехали. Поедем путешествовать дальше. Едем на Амгу купаться. Ага. Ну. Вот здорово, ребята подъезжали, вот есть еще, они вдвоем ехали, друг меня узнал, но он не хочет сниматься, это в принципе нормально. Многие так по дороге, кто-то хочет, кто-то не хочет по разным причинам, но тем не менее вот с напарником они едут на Амгу, и вот я остановился, и меня догнали, говорят: о, Эркин, здорово, очень приятно, на самом деле вы первый, кто в Якутии меня вот узнал,
Вот сейчас вот по пути... А, нет, меня в Алдане женщина узнала, в такси работала. Вот второй. Так что рад встрече. Да. Спасибо, очень приятно. Едем на Амгу купаться. Может быть, еще сейчас с ребятами встретимся на Амге. Посоветовали мне на Амгу искупаться, съездить. 20 километров осталось. Как раз на Амге я ни разу не был. Кстати, минутка рекламы. Русское географическое общество, якутское отделение, выпустили свою воду. Прислали мне в Улан-Удэ еще. Попросили они рассказать для новых открытий. Вот ящик уже почти выпил. Спасибо. Родное РГО. Та организация, которую я не стесняюсь рекламировать и которая меня поддерживает. И в этой экспедиции я встал под флаги Русского географического общества. Так что вперед к новым открытиям. Ветер странствий называется вода. По гладенькому асфальту снова хорошему. Много участков сделанных новых, я смотрю. И стоянки, которые вот, отвороты для транспорта, мне кажется, их тоже относительно недавно сделали. Ну что, мы подъезжаем, река Верхняя Амга. Ура! Ну, в принципе, я когда в Нерюнгри ездил, я ее проезжал, это было в зимнее время. В летнее я тут ни разу не был, и сейчас надо искупаться в ней. Обязательно. Ребята говорят, вода очень хорошая. Здесь параллельно идет железная дорога. Представляю, какие живописные виды открываются тоже из вагона поезда. Что я смотрю, тут мелко, ребята, вон. Прям как в луже сидят. Там тоже почти на середине. Ну, сейчас проверим. Теплющая вода. О! Ух ты! Правда, течение. Ура! Я искупался в Амге, наконец. За все года, считаешь, с 19-го года, про Амгу мне все рассказывали, езжай на Амгу обязательно. И вот это Верхняя Амга. В воду залез, только малька меня окружила. Здесь по дороге находится ледник Булус. Можем сейчас время 9:30, до 10 въезд, полчасика еще есть. Сейчас попробуем быстренько пробежаться, прогуляться. На улице стоит жара, 25-30 градусов. Посмотрим, что от него сейчас осталось. Ну, еще есть. Хотя очень мало, конечно. Растаял очень сильно. Там еще родник течет, надо было. Ладно, бутылки взять, воды набрать. Ну уж как-нибудь без него, ладно. Тут заходишь как в холодильник. Водичка так. Да, все-таки очень необычно летом найти лед, снег. И причем здесь так вот морозно, отходишь буквально вот в сторонку, и сразу теплый воздух, сразу лето. Даже не верить, что я добрался. Ну что, время 11 вечера. И мы в Нижнем Бестяхе. Это, считай, почти Якутск. Только на другой стороне Лены. Здесь, кстати, продукты подешевле из-за того, что доставка немножко выгоднее. С Якутска многие сюда приезжают оптом закупаться. Сегодня я переночую тут. Уже устал и не хочу в Якутск приезжать ночью. Хочу днем на переправе переправиться. И, в принципе, заехать в город свежим, бодрым и при солнечном свете. А пока надо найти, где заночевать. Лагерь какой-то.